С вами журналист Олег Желнин и передача «Зона особого внимания». Только за 9 месяцев этого года прокуратурой Якутии выявлено более 900 нарушений закона в сфере землепользования. Принято 470 актов реагирования. Прокурорами выявлены факты незаконного использования и предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности. В нашей студии младший советник юстиции Федоров Марк Иосифович, начальник отдела прокуратуры Республики Саха-Якутия. Согласно Конституции Российской Федерации, каждый гражданин имеет право иметь в собственности землю, пользоваться, распоряжаться и владеть. Но при этом, согласно статье 36 Конституции, гражданин при пользовании, распоряжении и владении земельными участками и иными какими-либо природными ресурсами обязан соблюдать природоохранное законодательство и земельное законодательство. То есть его деятельность не должна быть сопряжена с нарушением прав и законных интересов иных граждан и государства в лице муниципалитета, в лице республики и Российской Федерации. Практика надзора свидетельствует о многочисленных нарушениях земельного законодательства как в деятельности органов исполнительной власти, так и в деятельности органов местного самоуправления и со стороны самих граждан. За 9 месяцев текущего года органами прокуратуры республики выявлено около 1000 нарушений закона. Принято около 500 мер реагирования. Выявлялись повсеместно во многих районах республики, выявлялись нарушения, связанные с незаконным предоставлением земельных участков, целевым использованием земельных участков. Приведу пример. Например, в Хангаласском районе прокуратурой района установлены факты предоставления земельного участка крестьянско-фермерскому хозяйству, который давно уже прекратил свою деятельность, в аренду земельного участка сроком на 49 лет, вместо 5 установленных законом. По внесенному представлению в адрес администрации района договор был расторгнут и земельный участок возвращен в муниципалитет. Аналогичные факты выявлены в 20 районах республики. Также повсеместно выявлялись факты, когда предоставляют земельный участок без торгов, допустим, для размещения нестационарного торгового объекта, например, в городе Нерюнгри. Проверкой было установлено, что на данном земельном участке фактически находился объект капитального строительства. Получается, данный земельный участок истребован из незаконного владения индивидуального предпринимателя. Можно рассказать про ситуацию в одном из северных районов республики. Там муниципалитетом предоставлен земельный участок одному физическому лицу в границах особо охраняемой природной территории, на котором данное физическое лицо построило дом, то есть деревянный дом, и по принятым мерам реагирования в настоящее время идут работы по его сносу. В ходе проверки деятельности одного из органов исполнительной власти субъекта установлены факты, когда земельный участок был предоставлен в границах особо охраняемой природной территории Таллинские столбы. В настоящее время... То есть есть муниципальная собственность, да, есть республиканская собственность. Да. И федеральная собственность. Муниципалитет в обязательном порядке, если предоставляет физическому лицу, или хозяйственному субъекту земельный участок, и по земельному законодательству необходимо четко понимать, для чего земельный участок предоставляется. И муниципалитет должен именно контролировать целевое использование земельных участков. Нередки случаи, когда муниципалитет не следит, органы местного самоуправления не следят за целевым использованием земельных участков, и эти земельные участки используются не по целевому назначению. Что касается земельных участков региональной и федеральной собственности, то здесь органы власти, это Росреестр, в первую очередь, Министерство имущественно-земельных отношений, они также должны проводить эту работу. Практика надзора, за последние 10 лет, она показывает, что не всегда органами исполнительной власти также контролируется именно целевое использование земельных участков. Поэтому здесь самое важное понимать, то есть необходимо целевое использование, второе – это правильное оформление документации, то есть чтобы не было ситуации, например, когда земельный участок предоставляется, документы в итоге в едином госреестре недвижимости не регистрируются земельный участок, и потом начинается проблема. Если муниципалитет или же республиканская власть под назначением выделяет землю, то она в первую очередь должна позаботиться об оформлении данного участка, правильно? В том числе, да. То есть аренда
датель и арендатор, они должны четко понимать, о какой недвижимости или участке земли они договариваются и что там будет. Правильно я понимаю? Да, совершенно верно. Это применимо и к земельным участкам, и к лесным участкам, и к иным объектам природных ресурсов. Но при этом хотел бы отметить, что вид разрешенного использования он может быть изменен по заявлению гражданина, либо по инициативе уже непосредственно полномоченного органа. А если касаемо столицы Якутии, то у нас появился генеральный план, да, который 8 лет не принимали, сейчас вот приняли. Муниципалитет, он обязан при работе с земельными участками обязан руководствоваться генеральным планом. Земля назначения, да, если она сдается в аренду, то она должна использоваться так, как это установлено в регламентах и в законе. Правильно я понимаю? Да. Практика надзора, она показывает, что не все муниципалитеты проводят надлежащим образом работу в рамках земельного контроля. Главные правила, которые должен знать приобретатель. Гражданин вообще при приобретении земельного участка, ему важно понимать, да, документацию надо истребовать у продавца, это в первую очередь кадастровый план, выписку из единого госреестра недвижимости. Каждому земельному участку, который надлежащим образом оформлен, присваивается идентификационный кадастровый номер. Самое важное это. То есть, если гражданин приходит, покупает земельный участок, а продавец говорит, ну, документов у меня нет, извини, там, я представлю потом, да, нету кадастрового номера, ну, здесь надо сразу насторожиться и уже не приобретать данный земельный участок. Вот, поэтому при приобретении земельных участков гражданам необходимо обращать внимание на правоустанавливающие документы, то есть наличие правоустанавливающих документов. И главное, это вид земельного использования. Ну, да, одно из важных моментов. Насколько ответственность наших контролирующих органов, какова их ответственность? За нарушение именно, допустим, за незаконное предоставление земельного участка, да, или за нарушение сроков рассмотрения заявления граждан или хозяйственных субъектов о предоставлении земельного участка, а равно за незаконный отказ в предоставлении земельного участка, да, предусмотрена административная ответственность по статье 19.9 Кодекса об административных правонарушениях. Например, да, муниципалитет, который владеет земельным участком, к нему поступает заявление от физического лица о предоставлении земельного участка. Муниципалитет либо нарушает сроки рассмотрения, либо незаконно отказывает. В данном случае граждане должны обращаться в органы прокуратуры, в том числе территориальные, поскольку возбуждение таких административных дел – это исключительная компетенция органов прокуратуры. Вот, поэтому граждане могут обращаться в органы прокуратуры, да, для инициирования уже привлечения к ответственности, административной ответственности виновных должностных лиц. Такая практика в республике имеется. Всего за 9 месяцев привлечено к ответственности 20 лиц. Имеется практика привлечения должностных лиц и к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по материалам оперативных служб МВД России, уголовное дело по факту мошеннических действий при приобретении земельных участков. Общая сумма ущерба составила более 70 миллионов рублей. Вопросы соблюдения земельного законодательства, они находятся на особом контроле деятельности органов прокуратуры республики. Вот. И поэтому граждане могут обращаться в органы прокуратуры и в соответствии с интернет-приемной, то есть могут и дистанционно подавать жалобы. Основная проблема вот с землей – это безграмотность, что ли. Вот яркий пример, недавних лет, когда дом построили на газопроводе. Для жителей это становится трагедией, а для муниципалитета, мы всего лишь, нам никто ничего не сказал. Так же выходит. Здесь зачастую такие проблемы возникают именно при несогласованных действиях. То есть у муниципалитета иная какая-то, допустим, информация сведения, да, о земельном участке, а в Росреестре она совсем другая. И вот такие несогласованные действия, они влекут за собой плачевные такие последствия. Да? В том числе и когда граждане не могут зарегистрировать дома, собственность, индивидуальное жилищное строительство, да? Вот, или, как вы сказали, проживают на территории, где проходит, допустим, газовая труба, например. Да, такие факты имеются, и мы с ними, конечно, работаем и пытаемся, конечно, эту проблему искоренить. Исполнительный орган, который дал разрешение, оформил все документы,
в итоге должен возместить ущерб. Если будет доказано, что это по вине исполнительного органа произошла такая ситуация. Да, правильно? Это все в судебном порядке рассматривается, и если суд примет решение о том, что данный уполномоченный орган виноват, то у нас будут взыскиваться уже убытки. Рассказать о деятельности прокуратуры, о взаимодействиях вот этими органами исполнительной власти, которые отвечают за землю. Насколько они готовы к вашему взаимодействию? Да. Ну, у нас проводятся, систематически проводятся заседания межведомственной рабочей группы, в том числе и по вопросам земельного законодательства. Органы исполнительной власти, субъекты и органы, ну и муниципалитеты, они, конечно, активно взаимодействуют. Мы сейчас эту практику мы активизируем. То есть муниципалитеты, если ранее, там, лет, допустим, 20 назад, да, лет 10 назад, они как-то неохотно шли к этой работе совместно. Сейчас вся работа ведется гласно, то есть информативно. Они стараются все во взаимодействии с органами прокуратуры работать. Вот, то есть нет такого, что какой-то орган, он, допустим, не взаимодействует, препятствует, такого нет уже. То есть сейчас все стараются работать в одном направлении. То есть у нас же основная задача какая? Это соблюдение прав граждан. Вот, поэтому в этом направлении работа ведется. Она, конечно, подлежит активизации, но она ведется. И что вы хотели пожелать нашим собственникам земли, и особенно, наверное, другой стороне, из-за которой подчастую возникают вот эти проблемы, которые, честно говоря, они очень сильно влияют на благосостояние наших граждан. Земля – это не просто, так скажем, клочок какой-то земли, это для некоторых это жизнь. Должностным лицам органов власти я бы хотел бы пожелать, быть более ответственными к принятию решений, определенных решений, оказывать всесильную помощь какую-либо гражданам, в том числе, если какие-то проблемы возникают, сложности. Вот. А гражданам я бы хотел бы пожелать именно, в первую очередь, пересматривать, наверное, быть более внимательными при приобретении земельных участков. Самое главное. Вот. И использовать, конечно, по целевому назначению. Остерегайтесь предложений о быстром и легком заработке в интернете. Если же данные или деньги попали к мошеннику, сразу обратитесь в службу поддержки банка. Сотрудники банка заблокируют карту. Если же деньги перевели на карту злоумышленников, незамедлительно обратитесь в полицию. Будешь? Наркотики – это инструмент для людей, которым не хватает ума заниматься самоуничтожением без посторонней помощи. Помоги спасти их от уничтожения. СМИ телепрограмма «Точка взаимодействия» теперь имеет возможность создания имиджевых телепрограмм с дальнейшим размещением на телеканалах и в социальных сетях. Подробности на сайте Округ ТВ.